Смотрите в программе. Развитие системы образования в условиях пандемии обсуждают на ежегодном августовском совещании. Очередное нарушение в столице не дает нормально жить маломобильным гражданам. О мирнинских национальных общинах снимут документальный фильм и напишут книгу. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Пожар произошел в жилом доме в центре столицы. Огонь вспыхнул на балконе многоквартирного здания по улице Орджоникидзе, 50 со стороны двора. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС. В настоящее время идет работа по ликвидации пожара. 2 человека скончались от коронавируса за минувшие сутки в Якутии. По данным регионального оперативного штаба, выявлено 45 новых заболевших. Из них 21 в Якутске, 3 в Кангаласском районе, в Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском и Оленёкском районах по 2 заболевших. Единичные случаи в Алданском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Развитие системы образования в новых условиях стало ключевой темой традиционного августовского совещания работников образования региона. Мероприятие будет проходить 2 дня в онлайн-формате. Принять участие может любой желающий. Открылось мероприятие пленарным совещанием с участием представителей правительства региона, депутатов и работников системы образования. По итогам года республика вошла в 5 лучших среди субъектов России по организации образования в период пандемии. Между тем, до сих пор актуальными остаются вопросы по организации дистанционного образования, обеспечения детей компьютерной техникой в отдельных муниципалитетах. Эти и другие вопросы обсудят в течение 2 дней. В целом система образования республики справилась успешно. Задача перехода массово на дистанционный формат обучения. Это коснулось и школьного образования, коснулось среднего профессионального образования, высшего. Мы успешно завершили прошлый учебный год, но актуальность она до сих пор сохраняется. Безусловно, когда мы говорим о новых условиях, мы говорим в первую очередь о тех условиях, которые сложились у нас на сегодняшний день, связанные с мерами повышенной готовности, ограничительными мероприятиями, с применением новых технологий в системе образования. Графики отопительного сезона в республике могут скорректировать из-за погодных условий. В Министерстве ЖКХ региона рассказали, что на северо-востоке Якутии идут заморозки. До этого также было достаточно холодно. Министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников рекомендовал скорректировать графики, чтобы запуск тепла был своевременный и люди не испытывали дискомфорта. Сообщается, что подготовка к осенне-зимнему периоду в республике находится на стадии завершения. Ремонтные работы завершены на 90%, план по завозу топлива в объекты выполнен на 60%. На сегодняшний день отопительный сезон проходит в 6 районах арктической зоны – Алайховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколымском, Устьянском и Оленёкском районах. Люди не должны платить за ЖКХ более 15% от совокупного дохода семьи. Так считает председатель комитета по жилищной политике и член партии «Справедливая Россия» Галина Хованская. По ее словам, граница в 10% сейчас действует только на территории Москвы, а в большинстве регионов цифра составляет 22%. Хованская сообщила, что в Госдуме находится внесенный «Справедливой Россией» законопроект, по которому федеральной нормой на коммунальные услуги должна стать сумма не более 15% от совокупного дохода семьи. На настоящий момент существует целый ряд нормативных актов, которые обеспечивают право маломобильных граждан на доступную среду. Но, как показывает практика, эти требования исполняются далеко не всегда. Об одном из таких случаев нам расскажет Полина Долинская. Полина, где ты сейчас находишься и какие нарушения не дают людям нормальной жизни? Василий, я тебя приветствую. Наша съемочная группа находится по адресу улица Каландрашвили, 25А. Этот дом располагается в живописном месте нашего города, в районе озера Сайсары. Ни для кого не секрет, что прогулки на свежем воздухе – это залог успешного выздоровления. Но мы оказались здесь не зря. Именно в этом доме по социальному найму было заселено 20 семей, в которых есть граждане маломобильные, то есть именно взрослые инвалиды, а также дети с ДЦП. Наша съемочная группа оказалась здесь именно по просьбе этих жильцов. За моей спиной вы можете видеть лестницу. Кроме того, что она очень высокая и крутая, вы можете также видеть, что она полностью не оснащена никаким
никакими приспособлениями и возможными пандусами для передвижения маломобильных граждан. Но это только полбеды. В этом доме лифт работает только до 2-го этажа. Жители этого дома, которые пригласили нашу съемочную команду, они поделились с нами своими проблемами. Предлагаю узнать. У нас тут много-много вот инвалидов, да, детей-инвалидов, около 20 квартир находится, инвалиды именно. А дети где-то 11, а взрослые по 5 человек, по-моему. И вот нам очень трудно, да, вот жить тут без пандуса. В основном дети-колясочники, взрослые колясочники проживают, поэтому во втором подъезде очень трудно продвигаться. Наши дети вообще не ходят, не гуляют, на улице все время дома сидят. Поэтому хотели бы попросить, чтобы пандусы сделали. И на 2-м этаже у нас лифт тоже не работает. Например, у меня ребенок 15 лет, все время таскаю на руках, на спине. У меня муж парализованный, колясочник. И вот 2-е лето подряд мы не видим ни солнца, ничего. Нам очень нравится наш район. Он у нас зеленый. У нас тут озеро рядом. Какая красота, да? Посадить, прокатить, подышать. Это же здорово. Это еще один плюс, между прочим, еще один шаг к здоровью. Но этого нет, потому что нет. Ну, как бы социально нас обеспечили, помогли нам, но при этом вот так вот перекрыли, да, калиточку, и сидите. Как становится понятно из этих комментариев, жителям этого дома совсем не до прогулок, потому что эти хрупкие женщины ежедневно сталкиваются с очень большими проблемами, но при этом их сильный характер и воля к жизни, она просто поражает и удивляет. Вообще необходимость возведения пандусов, она регламентируется соответствующими законами о социальной защите инвалидов. И если же они не соблюдаются, все это, конечно же, приводит к административной ответственности и выплате соответствующих штрафов. Наша съемочная группа будет разбираться именно, кто же в этом виноват и на ком же все-таки вина и ответственность за то, что эти люди в нашей республике, наши земляки, ежедневно испытывают такие сложности. Будем, конечно же, следить за развитием событий. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Проблемы маломобильных граждан осветила наш корреспондент Полина Долинская. Полина, спасибо. Сдал незаконное оружие, получил вознаграждение. Как сообщают в МВД, у граждан, которые хранят незарегистрированный огнестрел, есть два пути. Первое – попасть под административную или вовсе уголовную ответственность, если оружие будет обнаружено сотрудниками в ходе проверок и профилактических мероприятий. Второе – явиться в отдел полиции и написать заявление о добровольной сдаче. По данному факту будет проведена проверка. При необходимости назначат экспертизу. После выносится постановление об отказе о возбуждении уголовного дела. Кроме того, гражданин имеет право на денежное вознаграждение в размере от 5 до 8 тысяч рублей. В соответствии с программой профилактики правонарушений Республики Саха-Якутия, и каждый год на эти цели выделяются деньги. В этом году выделено 7 миллионов, в соответствии с которым гражданам без привлечения их к уголовной ответственности можно сдать оружие, незарегистрированное оружие, которое у них хранится в личном пользовании. Посадку леса ведут в Нерюнгринском районе. В соответствии с федеральным законодательством его должны садить больше, чем вырубают. Всего в Якутии должно появляться 10 тысяч саженцев ежегодно. Сколько из них приходится на Нерюнгринский район, знает Тамара Игнатьева. Сотрудники организации «Якутлесресурс» местности Налды ведут посадку леса на площади 240 гектаров. Всего около 500 000 саженцев. В настоящее время работы по компенсационному лесовосстановлению на данном участке близки к завершению. Мы это еще и приурочили к всероссийской акции «Сохраним лес», который по всей Российской Федерации у нас действует. И вот в рамках данной акции будем сажать саженцы, где-то 480-500 тысяч саженцев. Помочь в подготовке почвы и посадке саженцев откликнулась хабаровская компания «Растим лес», которая имеет опыт по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Подготовка саженцев, адаптированных под Якутию, шла в течение 4 месяцев. Мы видим, что саженцы сегодня чувствуют себя хорошо. Надеюсь, на следующий год приживаемость данной технологии очень высока. Мы ее используем уже на протяжении 25 лет в Хабаровском крае.
дальше. Ну и надеемся, в Якутии тоже начнут колосить и возобновляться искусственные леса, созданные вручную. Специалисты считают, что почва на данном участке идеальна для посадки сосен. Надеемся, что лет через 20 на месте горельников Налды будет выситься шикарный сосновый бор. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. О мирнинских национальных общинах снимут документальный фильм и напишут книгу. В алмазную столицу на днях прилетел доцент кафедры теологии Екатеринбургского университета Алексей Старостин. Исламовед и историк встретился с представителями национально-культурных объединений. Тему продолжит Анна Брянская. В субботнее утро в Краеведческом музее пусто, но один посетитель все же есть. Алексей Старостин пытливо разглядывает национальные якутские наряды и предметы быта. Бубен шамана особенно заинтересовал героя. Что-то внутри ёкает? Ну, там надо еще действия определенные выполнять и писать вокруг них. Но 36-летний историк и исламовед прилетел в Мирный не за якутским колоритом. Вооружившись фотоаппаратом, штативом и маленьким микрофоном, Алексей Старостин снимает документальный фильм и пишет книгу о местных национальных общинах, которые исповедуют ислам. Программа на 2 дня у мужчины плотная. До обеда прогулка по городу, а после встреча с представителями национально-культурных объединений. Проект, направленный на сбор документальной информации о прошлом, настоящем и, возможно, будущем мусульман, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе. И все это будет обобщено в виде книги и документального фильма. Как в Якутии между собой взаимодействуют мусульмане, с какими сложностями сталкиваются и насколько тесно общины взаимодействуют между собой. Об этом исламовед будет спрашивать в своих интервью местных представителей. К слову, сами руководители общин такому вниманию рады. Человек приехал издалека, вот, интересуется, как мы здесь живем. Вот. Это очень так, приятно даже, очень прямо душа радуется, что приехали и наши обычаи, нашу культуру, нашу общину, нашу ассамблею народов снимают, об этом будут читать где-то, да, наши земляки, наши друзья, наши братья и сестры. Сегодня в Мирнинском районе в отделение Ассамблеи народов входят 22 национально-культурные общины. По словам их представителей, они всегда были едины, несмотря на разную культуру, быт и мировоззрение. В общинах надеются, что создание книги и документального фильма еще больше объединит многонациональных мирнинцев. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу вся информация. Увидимся в следующем.